На стадионе имени Гастелло уложили новое современное футбольное покрытие, и это не единственное обновление. О работе спортшколы поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Ну и гость студии Николай Красников, директор спортшколы имени Николая Гастелло. Николай Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите сразу о работе спортшколы, о том, сколько у вас секций, сколько ребят ходит, какую такую общую информацию для наших зрителей. Как видели ваши коллеги, жизнь на нашем стадионе кипит. Где-то в секциях у нас занимается 710 человек и культивируется 9 видов спорта. Давайте попробуем перечислить их, чтобы мы все знали. У нас есть легкая атлетика, футбол, армрестлинг, бокс, борьба, художественная гимнастика, пулевая стрельба, самбо и ввели мотоспорт. Вот самые многочисленные, самые популярные из них. Вообще, как вступил в эту должность, приехал на стадион Гастелло, стало понятно, что спорт номер один – это легкая атлетика. По массовости, по востребованности. И первое свое решение понял, что нужно ремонтировать легкоатлетический манеж. С этой задачей мы справились и пошли дальше. Давайте тогда сразу начнем о нововведениях, что было сделано, а потом вернемся уже к работе спортшколы. Итак, что у вас сделано за последнее время, за последний, назовем так, сезон или год? Первоочередное, в конце прошлого года мы сделали легкоатлетический манеж, сделали современное мягкое покрытие, на котором дети занимаются, они травмируют свои суставы. Также мы планируем у легкого атлетического манежа сделать пластиковую входную группу, это добавит комфорта, когда дети приходят, будут переодеваться. Потом следующий большой шаг, это у нас была реализация проекта по укладке искусственного футбольного поля. За это, конечно, большое спасибо Министерству спорта. Руслану Тагировичу Хабибову, министр, хочет сказать спасибо. Олимпийскому комитету Анна Владимировна Двойнина также поддержала. Нас поддержал и 28-й цех завода МПО, поддержала администрация Калининского района. Никто не остался в стороне. И с миру по нитке мы этот проект реализовали в течение года. И теперь юные футболисты готовятся к различным турнирам. Насколько я знаю, они планируют в Октябрьске поехать. Да, наверняка. У детей это вызвало интерес. У них есть сейчас своя профессиональная площадка. Дети будут оставаться в нашей школе, не будут искать причины перейти куда-то, где есть более лучшие условия. Условия созданы. Хочу пожелать только нашим футболистам расти, заниматься, добиваться высоких результатов. Вообще, на самом деле, легкоатлетический манеж крытый для работы и тренировок в зимнее время года, это для республики такое что-то уникальное, ведь у нас они прям по пальцам можно, перечесть. Их очень немного. Насколько там у вас условия позволяют работать, в том числе зимой? Зимой все там тренировки? Зимой тренировки, большинство тренировок там, да, тепло, сделаны раздевалки. Еще раз повторюсь, что мы если сделаем входную группу, условия будут очень комфортные. А что делается сейчас? То есть сейчас, я, насколько помню, тоже какой-то ведется ремонт. Ремонт чего и для чего это все нужно? Мы сейчас делаем ремонт спортивного зала, покрытие. Это покрытие было сделано 45 лет назад. Наши прадеды его построили. На сегодняшний день мы делаем ремонт и делаем новое покрытие так, чтобы наши правнуки играли в этом спортивном зале. Думаю, что в течение 2 месяцев эта работа будет завершена, и в зимний период там будут тренироваться и футболисты. Также можно играть в волейбол, баскетбол. В этом спортивном зале мы проводим соревнования по борьбе, по боксу. То есть выставляем и маты расстилаем, ринг устанавливаем. То есть наши такие мероприятия крупные проходят в этом спортивном зале. И после ремонта, я думаю, он будет очень красивый. Соревнования будут привлекательные. Также проводим соревнования по армрестлингу. В прошлом году мы проводили чемпионат республики. Было много участников. То есть стадион живет, жизнь кипит. Вы также мечтаете объединить зал борьбы и бокс, сделать какой-то, видимо, новый. Это прям будет новое помещение или что-то другое? На самом деле, зал борьбы и бокса, они уже себя изжили. И наш тренерский состав, он заслужил новый спортивный зал. Буду к этому стремиться, доказывать, что это нужно сделать в ближайшее время. Дети с большим желанием ходят в эти секции, так как тренера опытные, коммуникабельные, приветливые, понимаете, такие набор качеств у людей, к которым хочется идти. И мне, как руководителю, таким тренерам хочется тоже идти навстречу и создать им комфортные условия, чтобы они получали от своей работы удовольствие.
Ну, и у вас тренера, это, конечно, уникальные люди. Я помню, что по пулевой стрельбе у вас тоже очень опытный мастер спорта работает. Да, у нее, наверное, чуть-чуть поменьше детей, потому что она одна, да, ведет эту секцию. Но все остальные секции, они, видимо, заполнены. Секции заполнены, да. По госстандартам у нас полная укомплектованность у тренеров. И тренера работают чуть ли не по 30 лет. Это, понимаете, когда пришел, понял ответственность, какая на меня легла. У стадиона большая история, большая своя жизнь. Это как семья, понимаете, тренерский состав проработал уже большую часть жизни здесь на месте. И моей важной задачей было вот создавать условия комфортные для работы, адаптировать к новым требованиям, по которым занимается уже спортивная школа, бюджетная. Вот эти задачи, с этими задачами мы потихонечку справились. Атмосфера в коллективе очень хорошая. Мы будем работать на результат. 700 ребят, 700 воспитанников спортшколы посещают школу в несколько смен. Расскажите, это ребята вот какого кластера? Только Черниковки или других районов тоже? Ну, это, я предполагаю, что шаговая доступность, это и Норс-Черниковка, но и не запрещено заниматься детям с любого района. То есть, если они проявляют желание, почему нет, двери открыты. Но основная масса, конечно, это шаговая доступность, в этом и есть удобство. Николай Олегович, расскажите немножко все-таки именно об истории спортшколы, ведь у вас там, наверное, выдающиеся воспитанники есть, выдающиеся тренеры. И сразу второй вопрос напрашивается, вот вы пришли, вы стали директором. Почему для вас было так важно вот сохранить вот эту спортивную историю? Потому что это, вы как сказали, история. Это сложилось годами. Я не вправе прийти и здесь начать хлопать дверями и там устанавливать какие-то правила. Мы также вместе пошли, адаптировались к новой системе. И больше хочу сказать, мне была поставлена задача на этом стадионе проводить мотогонки на льду и перевести туда мотоспорт. Но до сегодняшнего дня я не могу это сделать, потому что есть первоочередные задачи, которые нужно решать для традиционных видов спорта, которые прожили здесь больше, чем, наверное, прожил я в целом. Ну и приходится так по-хозяйски подойти к этому и работать. Вы сейчас упомянули мотогонки. Надо будет зрителям рассказать, что вы не только директор спортшколы имени Николая Гастелло, но еще и многократный чемпион мира, чемпион России по мотогонкам на льду. Расскажите, прям сколькикратный? Я даже вот боюсь ошибиться, потому что я помню, что это большие цифры. У нас в сегодняшнем разговоре другая тема. Не хочется рассказывать там сколькикратный. Кто Но знает, как вы знает. перешли? Как вы перешли от спортсмена к хозяйственнику, вот управленческой деятельности? Перешел. Ну, это было такое взвешенное решение, непростое, сложное. Я понимал, что жизнь кардинально изменится, мне придется заново учиться. Я признаю то, что вот именно работы бюджетной школы, сама система работы мне была незнакома, пришлось обучаться. Вот, ну, мы справились. Рядом есть опытные люди, есть зам по спорту, очень грамотная женщина. Мы в команде все сможем. Сила в команде. Вообще это было волнительное решение? Было волнительное, и долго ли вы да. думали? Ну, так месяц, наверное, я размышлял, надо мне это или нет. И понимал, что придя на эту должность, мне нужно будет в первую очередь, конечно, решить вопросы всех видов спорта, которые там прожили столько лет до меня. Это было принципиальное мое внутреннее решение, и мы к нему, вот, к этой цели идем. Ну вот всю жизнь были тренировки, выступления, победы. Сейчас вы приходите, где-то сидите, наверное, в кабинете, бумажная работа. Насколько поменялся вообще распорядок дня? Хватает ли время на тренировки? На тренировки сейчас стал находить время. В этом спортивном сезоне выезжал на соревнования по мотокроссу, но в июне месяце время у меня закончилось. Мы перешли в активную фазу вот укладки искусственного поля. Времени не было, больше не выступал. Вот. Ну, так тренируюсь в свободное время, бегаю по дорожке, начал бегать, заставил себя с легкоатлетами. Сейчас будет прохладно, пойду в зал бокса, буду заниматься с боксерами, смотреть. И это также подчеркивает, что мы одно целое, мы одна команда, цель у нас одна. Вы остались еще, получается, и в тренировочном процессе, и также, вот, как вы сейчас сказали, летом немного удалось повыступать в мотокроссе. А успеваете ли вы быть советчиком для ребят, для молодых мотогонщиков? Вот удается быть вот как специалист еще и вот в Федерации мотоспорта? Ну, к Федерации мотоспорта я так отношение сейчас очень косвенное имею.
не занимаюсь этим вопросом, там занимаются другие люди. Но к ребятам приходите, что-то Ну, советуют? с ребятами занимаюсь. Наши ребятишки занимались сейчас мотокроссом, у них есть тренер, там есть кому подсказывать. Но вот в зимнем сезоне мне очень хочется поработать именно со спортсменами, кто перешел в мотогонки на льду, поделиться этим опытом. Я думаю, вот у нас даже на стадионе Гастелло будут условия, залитый лед, не для того, чтобы провести тренировки. Вот такую задачу ставлю перед собой, и с ребятами позанимаюсь обязательно. Прошлой зимой у вас уже были на Гастелло тоже какие-то зимние соревнования, связанные с мотогонками. Расскажите, что это было. Да, в прошлом году мы провели День технических видов спорта. Мы за полчаса прокрутили 9 видов, проверили, на что способен стадион, подходит ли нам здесь территория, инфраструктура. То есть мы все это быстренько прокрутили, поняли, что подходит, но нам нужны изменения в безопасности для проведения массовых мероприятий. Нужна судейская, но вот это стоит в перспективе, в планах. А что именно там было? Что вот сумели сделать? Как все прошло? На льду мы провели выезды на автомобилях, автогонки попробовали, баги проехали спидвей под названием «Ледогарь», потом мотогонки на льду. У нас Харли Дэвидсон шипованный ездил по льду, проходят такие соревнования, тоже они привлекают людей, и мы решили попробовать. Так как человек обратился к нам зашиповать колеса и успешно выступал на соревнованиях, мы его пригласили, он у нас поездил на стадионе. Провели зимний мотокросс, провели выступления на сноубайках, также на снегоходах, и выступили авиамоделисты. В данный момент мы ремонтируем дом механизаторов, где базировалась команда по кроссу на снегоходах. У нас ремонт затянулся сейчас, но надеюсь, что мы его закончим. И в очень хороших условиях у нас будут заниматься мотогонщики. Николай Олегович, я желаю, чтобы и этой осенью, и зимой была такая же насыщенная спортивная деятельность. Спасибо вам большое за общение. И я напомню телезрителям, что мы разговаривали в этой программе интервью на тему «Чем живет спортшкола имени Николая Гастелло». И гостем студии был Николай Красников, директор спортшколы. Я благодарю за внимание. Всего доброго.